Всем привет! Короче, у нас весна наступила. Смотрите, капель весенняя. Снег тает, сосульки. Вот. Прикольно, да? Ну, а мы решили с Ярославом прогуляться до рынка крестьянского. Наша речка любимая. Сегодня суббота, 19 число. Да, вот эти вот рога, если у кого есть, можете продать. Вот гололед. Гололед, потому что весна, хотя осень. Вот такая улица, вся в лужах. 19 октября. Вчера лил дождь. Вот. И сегодня плюсовая температура. Хотя до этого был минус. Вот таким вот образом и живем. Катаклизмы природные. Все тает, тает. Весеннее настроение. Реклама какая. Сделай красивой свою зиму. Грязи сколько. Прямо нужно калоши наделать какие-то. Лужи. Сапоги резиновые. О, грязюха. Колоритные. Смотрите, какие домики колоритные. Это еще... О, какой балкончик. По-городски, да? Вот люди живут. Нормально. О, балкончики такие. Ретро. Ну и спутниковая тарелка обязательно. Спутниковая тарелочка. Вот тоже домик хороший. Такой ретро. Деревяшка. Ну а мы идем, пробираемся среди нашу грязюху. Осеннюю, весеннюю, непонятно. Ярослав даже прыгает. Там шок вот тут такой растет. Шумел камыш, деревья гнулись. Серия. Ну вот интересно, да? Дом-то старый, вот смотрите. Да? А пластиковые окна люди вставили. Видите? Пластиковые. То есть есть какая-то перспектива этого дома. Ну там даже шторки такие прикольные. Так, ну а мы проходим. Так, наблюдаем пробки. Человек неправильно переходит пробки. Хотя сегодня суббота, в общем-то, и по идее вроде бы как не рабочий день, машин должно быть поменьше, но все равно пробки. Вот такая вот погода в Якутске, 19 октября. Ну что, вот мы дошли до крестьянского рынка, или еще рынок Сайсары, где продают сельхозпродукты, продукты питания и так далее. А здесь напротив видим через дорогу по улице Лермонтова такие вот дома построены недавно. Целая улица вот их. Туда все вдали ходит. Ну, а здесь видим скопление машин. Как-никак это рынок. Но мы пройдем чуть дальше, на Комсомольскую площадь. Потому что там проводится ярмарка. Рыба, мясо и еще что-то. Ну, посмотрим. Там, кстати же, рядом располагается парк культуры и отдыха. Так что будем смотреть дальше.
Ну что, начиная от стадиона Туймада, разворачиваемся. И вот в направлении рынка мы сейчас пройдемся и посмотрим, что здесь снимаю. У нас продают. Видим овощи, капуста, картофель по 25 рублей килограмм, но надо брать мешками, конечно. Все, вот мясо есть, фарш 500, говядина, рыба. О, капуста сколько? 30 рублей. Свекла по 50, морковь по 50, лук по 45, капуста. Услуги такси тут предлагают нам. Сразу же весы. Вот можно по 25. Капустка, морковка по 35. Вот тут бруснику продают, бруснику лесную, 5 литров 1250. И это у нас орехи. Помидоры, укроп, петрушка. Вот целая улица овощей. Капуста мешками. Прямо вот с машин можно брать. Вот эти, да? Так, что кто еще не успел затовариться овощами с поля, можно сейчас прикупить. Было бы, конечно, все это где-то хранить, если есть. О, видали? Редька по 100 рублей кило. Так, а здесь что у нас? Здесь у нас, вот здесь у нас мяско продают. Мяско в ассортименте 450 рублей, 500, 600. Вот. Так, и вот здесь, где торговый центр Айсберг, еще. Ну, тут немного, наверное, тепло, поэтому мясо-то и немного продают. Жеребятина чураптинская. Мясо. Вот мед продают. Якутский натуральный мед. Пасека села Графский берег. Жеребятина, говядина 700 от 550 рублей. Вот. И вот там что-то еще молочное и мясная продукция местных товаропроизводителей. Йогурт, молочка местная. Мясо, говядина 450, чир, омуль. Вот цены 400, 350, вот так вот. Ну сейчас, конечно, тепло, поэтому плюс 3 градуса, поэтому совсем мало этого рыбы и мяса продают. Плюсовая температура. Ну вот, в общем-то, мы все тут обошли, посмотрели, а теперь пойдем в парк. Ну, а наша цель, мы так и не покатались на новом колесе обозрения. А, Ярослав катался, да? Ты уже успел, а я вот не катался. Ну, надо снять, что там, какой вид. Колесо стало выше. Это памятник комсомольцам, добровольцам. Ну, здесь вот такая вот дорога. Ну что, вот парк культуры и отдыха с 6 до 23, аттракционы с 11 до 20 часов. Ну, там, если посмотреть схема, ну, наверное, все закрыто, кассы тоже закрыты, но колесо крутится.
Поэтому мы идем на него. Надеюсь, что там народу совсем нету. И нам удастся нормально на нем прокатиться. А то летом там столько народу было. Просто жуть. Просто жуть. Ну что, касса пустая. Сейчас пойдем снимем. Вип-кабинки даже какие-то есть. Частные. Так, ну что, поднимемся. Ну вот такой билетик у нас с QR-кодом. А, здесь спуск, а вот там вот у нас, значит, подъем. Правила пользования. Прочитали? Вход. Вот он, вход. Ведется видеонаблюдение, и мы поднимаемся. Так, билетик, главное не потерять. Поднимаемся. Все выше и выше. Так, будем прикладывать, да? Прикладывать. Ага. Даже проходите. И потом бросайте сюда. Ага. Проходите. А вот. И сюда выкидываем. Флаг идет. Далеко пошли. А, Вот здесь, смотрите, зачем. угу, понятненько. Вот видите. Хорошо. Люди выходят, а мы сейчас зайдем в кабинку. Я уж думал сам туда залезть. Все, да? Пошли. Вот какие удобные кабинки. Ну что, тут работает кондиционер какой-то, да? Вот такие большие кабинки, стекла. Ну и мы сейчас прокатимся, да? Можно вот даже отсюда в окошко посмотреть. Чтобы... Не уронил. Не бойся. Снимаем в формате 4К. Ультра HD разрешение, поэтому у кого есть телевизоры этого формата, могут посмотреть с хорошим высоким разрешением. Так, вот этот вот дом открывается у нас. Это новое здание, комплекс Дахсун спортивный. Там футбольное поле, манеж легкоатлетический. $150 удовольствие. Ну, нормальная цена. Так, теперь мы идем сюда, в эту сторону. Откроем окошко. Здесь снимем. Ну вот видим с левой стороны торговый центр Айсберг. За ним там располагается рынок. Комсомольская площадь. Стоянка. И вот с этой стороны стадион Туймада, на котором проходят открытие и закрытие игры Дети Азии. А также видим комплекс. Вот эти дома недавно построили все. Вы видите их, да? Высокие дома по 12-13 этажей. Внизу ходят, гуляют. Поднимаемся дальше. Само колесо какое. Так, это мы уже середину ехали, да? Продвинулись. Ой, тут эта палка мешает. Лес.
Ну вот вид на Якутск открывается. Вот так. Вид на Якутск. Видим сопки. Вон там с той стороны новую электростанцию видим, которую построили. Вот это парк. Тут аттракционы разные. Ярослав, как тебе ощущение полета? Нормально? Ты перевешиваешь. А он говорит, что я перевешиваю, но ничего страшного, я думаю. Она не перевернется от меня. Так, вот мы приближаемся к верхушке. 40 метров высота. Чувство полета. Вот сюда еще снимаем. Но вот видите, там вдалеке, на горе, на сопке, новая электростанция построена недавно. И она таким образом покрывает потребности города, растущий город Якутск у нас, он растет, количество жителей увеличивается. С этой стороны, наверное, не удастся поснимать, потому что солнце, но мы видим тоже, вот там тоже новостройки идут, еще город строится. Так, вот самый верх нашего путешествия. Вот все. Смотрите. Вот сама кабинка какая-то, видите, да? Сверху даже какая-то. Это кондиционер установлен, да? Кондиционер. Ну и вот город. Небом голубым весь город золотой с прозрачными воротами. Да. Вот здесь вот поснимать. Вот сам город, по сути, вот с этой стороны располагается. Там центр в той стороне. И все, мы идем уже на спуск. На спуск идем. Приземляемся. Какая высотища? 40 метров. 40 метров. Максимальная высота. Новое колесо обозрения. Только вот в этом году его запустили. Ярослав, ты уже катался, говоришь, да, летом? Ну, какие сидушки, смотрите, удобные, мягкие. Люкс был. А, в люксе даже, да? Да, и там есть, Столик, можно есть что-то. дырочки И для вот, камер. и здесь вот такой вот телефон, да, указан, в случае чего, чтобы звонили. Присядь сюда. Давай. Тихо, 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 тихо. Да ничего не будет, давай. Иди. Опс. Ярослав боится. Да не бойся. Нормально все. Сосны. Сейчас смотрите. Пока мы катимся. Все, высоты, значит, боишься, Ярослав, да? Ну, все. Я тоже боюсь. Ну, колесо новое, надежное. До этого было, конечно, колесо старое. Ему лет, наверное, 40 было, 30 как минимум. И оно еще как-то двигалось непонятно. А здесь совершенно новое колесо. И поэтому надежное.
новое. И бояться не надо. Так что приходите, кто хочет прокатиться, кто еще город не видел. Сейчас даже, по-моему, дешевле цена, 150 рублей. Я вообще не знаю. А ты за сколько, Ярослав, ездил, не помнишь? За 200. За 200, да. А, ну потому что детей не ездили. Все, нормальная цена. Ну вот там видим тоже люди. Немного, но есть люди в кабинке. Ну, вот там тоже выходит. Один человек работает. Сейчас мы тоже так же выйдем. Но вечером вот еще прокатиться, если он подсвечивается, это колесо, и красивое, красивое. Сосны. Все, приземляемся. Что-то у меня даже в голове закружилось. Почему, даже я не понимаю. Ну вот, все, полный оборот мы сняли. Теперь вы посмотрите на Якутск сверху. Коптеры сейчас говорят уже нельзя запускать, только с разрешения, так что вот есть возможность хотя бы так посмотреть. Но можно еще вообще на высокую какую-нибудь залезть и поснимать. Все, нормально? Не зря 150 рублей истратили. Ну, на двоих 300 рублей. Так что, ну, там какая-то кнопка даже красная. Это, видать, остановка. Сейчас он нас откроет, дяденька, и мы выйдем. А он забыл про нас. Опс, успели. Опс. Ага, сюда выходим. Такие вот кабиночки. А вот даже открытые есть. Опс. Такой турничок. Все, прокатились. Там колесо. Ну, это, короче, есть кабинки открытые, а есть закрытые. А мы в закрытые прокатились. Там тепло, комфортно сидеть. Сейчас еще сбоку немножко по парку пройдемся, поснимаем, что тут у нас хорошего. Ну, здесь вот снег лежит, в отличие от города, где все тает. Ну, гололед, скользко, потому что дождь шел. Вчера дождь шел. Дождь? Да, дождь шел. Тут хорошо ходить, гулять здесь. Да, шишки сосновые. Смотри-ка. Вот такие вот здесь можно пособирать. Для этих. Дай-ка. Какие шишки. Вот, шишечки. Вот их тут сколько. Так что, если вам для поделок надо, можно вот насобирать куча их. Тут с деревьев вот с этих вот, они сосен падают. Вот еще шишки. Можно сейчас вот насобирать, допустим, да? И скоро Новый год, вы знаете, да? Я так шучу. Ну, дело к Новому году.
через 2 месяца сквер лесника, так что можно вот с этих шишек сделать украшение на елку. Так, а это что такое? Сохраняй лес обитателей от чего? Пожаров? Пожаров, ага. Вот у нас какие водятся звери: лоси, олени, зайцы, волки, медведи. Ну вот, вон там. Сквер лесника. Так, вот здесь мы видим какой-то домик, да, деревянный. Кто хранит покой дерев могучих, кто их растит и строго бережет, простой обычный рядовой лесничий приходит в лес, душа его поет. Ему знакома каждая тропинка, любое деревце с ним встречи ждет. И в городах, поселках, и в глубинке тебе лесничий слава и почет. Скамеечки. Тайга — необъятное слово, рожденное в давних веках, и нет на планете второго подобного чуда в лесах. В зеленой ее колыбели от жизни до смерти есть все, о сколько о ней уже спели, а сколько не спели еще. Сергей Прачев. Погубим леса, уничтожим себя. Вот это довольно актуальная надпись, потому что мы знаем, что фотосессия идет. Мы знаем, что в верховьях Лены вырубка китайцами лесов произведена, от чего недостаток воды. И вот Лена обмелела на 5 метров. У нас обмелела. Лесное хозяйство Якутии организовано 14 февраля 1939 года. Основателем лесного хозяйства Якутии является заслуженный лесовод РСФСР Аникин Константин Георгиевич. Угу. Лиственница — краса и гордость Якутии. Лесной покров республики формируют 3 вида лиственницы: каяндера, мелина, сибирская, на долю которых приходится 80% покрытия лесом площади. Возраст лиственницы каяндера достигает более 800 лет. Так, и бюсты, да, лесничим. Герою Советского Союза, леснику Вилюйского лесхоза Степанову Николаю Савичу. Герой Советского Союза. И заслуженному лесоводу РСФСР, основателю лесного хозяйства Якутии Аникину Константину Георгиевичу. Белка? Возможно? Да не вижу я особо. Ну можно. Давай пойдем здесь погуляем. Походим немножко. Ой, хорошо, вот погода хорошая, честное слово, люди. Потому что у нас впереди зима. Сибирская, якутская зима, морозы минус 40, минус 50 будут, а сейчас вот такая погодка весенняя, ну просто чудеса, просто чудеса. Какой тут чистый воздух, если бы вы знали. Так, упасть и заснуть. Но мы этого не будем делать, потому что можно замерзнуть и отморозить себе все, что внутри есть. Так, а тут еще на лыжах не катаются. По-моему, уже кто-то, ну, смотрите, это от лыжи, да? Или от... это сани такие, сани. Так, ну, в общем-то, все. А? Мы прогулялись, и теперь пойдем обратно. Посмотрели вот на такую достопримечательность, которую здесь недавно совсем это сделали. Что? Следы. Это следы какого-то зверя. Тут белки живут, белки. Белка такая большая, ступня? Ну, она бегает, наверное, да? А что это? Так, частые такие. Наверное, белка. Как хорошо,
что такие вот денечки осенью выпадают. Обычно же как такой вот солнце, да, видали солнце сколько сегодня? Солнца очень много. Осенью его не хватает. Обычно облака и такая погода давящая. А вот смотрите, здесь сделали какой из досок сделали тротуар. Угу. Ну а мы вот туда вот идем. Продвигаемся. Ну, кто тут живет рядом, очень удобно людям гулять. Вот еще шишка. Опс. Смотрите, мы сколько шишек набрали сосновых. Кому надо, можете писать, мы вышлем вам. Тут их полно. Да, Ярослав? А вот там еще какая-то. А что там такое? Какая-то беседка. Беседка, точно еще какая-то беседка. Сейчас все одним дублем снимаем. Без монтажа, чтобы было, без всяких. Беседка. Такая вот необычная беседка. Можно пофоткаться, наверное, да? О, какое дерево. Ну, говорят, что написано там, что до 800 лет. Ну, вот это все-таки лыжи, мне кажется, да? Все-таки на лыжах кто-то уже катался, что ли. Вот так вот. У нас уже на лыжах люди катаются. Ой, шишек-то сколько здесь, а? Смотрите. Шишек. Много. В такую погоду тепло ходить. Все приятно. Солнечное. Надо последнюю вот солнечную эту радиацию. Дворик в себя впитать, потому что зима все-таки. Это у нас зима с ноября, считаете, да? Ну, вот сейчас уже 19-е. С ноября по февраль месяц. Вот сколько месяцев. Почти 4 месяца холодрыга жуткая. Вон с детишками гуляют, приходят, гуляют. Мы тоже гуляем с Ярославом. Ну вот такая у нас прогулочка получилась. Показали мы вам, значит, рынок, что там продают на нем, на этой ярмарке. Кто не успел купить капусту, морковку, картофель, можно закупать. А вот это вот зоодворик. Ну, он сейчас закрыт, потому что уже все. Ну и мы выходим. Там какая-то сторожка на выходе с пожарным щитком. Ну, а мы на этом репортаж завершаем. Все, всем пока. А вот еще. Видите, воробьев сколько. Напоследок. Вон они тут кушают что-то. Воробьев. Это у нас вот единственная зимующая птица. Ну там еще где-то они сами по себе зимуют. Еще где-то кто-то голубей разводит, да, но там для них, конечно, все и клетка есть, и все. И кормят их зимой. А эти сами вот выживают, воробьи. Где-то прячутся по крышам. Вон их сколько. Воробьи. Все-таки еще, смотрите, торец здания как расписали. Классно, да? Вот если так вот расписывают стены, да, ну вот это действительно красиво, да? Вот, первый раз увидел с этой стороны, потому что тут редко когда бываю, ага, и вот недавно расписали. Вот смотрите, какая красота, да? Скажите, да.
И еще вот там тоже здание сбоку. Мы туда поближе подойдем сейчас и поснимаем. А вот даже подпись есть: Женя Желваков. Хэштег вот такой вот, 2017 год. Все, я так не закончу никак репортаж. Смотрите, солнце. Как замечательно. И вот здесь водоем, озеро. Оно уже замерзло, лед. Тут уже кто-то ходил. Да, не будем рисковать. Это провалимся еще. Ну не, но следы-то есть, значит люди ходили как-то здесь. Вот вам солнышко еще немножко на зиму. А вот еще, смотрите, как стена расписана, боковой торец дома жилого. Вот. Национальный колоритный рисунок. Вот, женщина с ребенком. Червон держит она. И вот стерхи летят. Видите стерхи? Вот красота какая. Если люди с душой к чему-то подходят, то получается красота. Еще немножко панорамку вам. Вот. Озеро замерзло. Замерзло. А потом по весне здесь сделают каток. Расчистят от снега и будут здесь ходить люди кататься на коньках. Ну все. А, вот смотрите-ка. Осторожно, тонкий лед, выезд на лед запрещен. Так вот. Ну теперь уже точно все. Все мы сняли, что хотели, даже больше, чем это нужно. Ну вот смотрите, кто-то, Ярослав, смотри, кто-то он прошел уже. Какие-то каскадеры есть все-таки. Все, всем пока.